Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. Как вы, наверное, уже все знаете, Google и вместе с ним YouTube все-таки заблокируют. Поэтому прошу вас, научитесь пользоваться VPN и подпишитесь на наши запасные аккаунты. Это Яндекс.Дзен, Telegram, Рутуб. Прошу вас, друзья, сделайте это, чтобы нам не потеряться. Меня очень тревожит то, что наш вольер вроде закончен, но в то же время отсеки заполнены хвостиками. Мы не видим ни одного ведра, значит, они сидят без воды. Также видим, что вольеры не чистятся. Выход один – засыпать середину песком, хотя бы так. Друзья, все это надо купить. Купить ведра, чтобы у всех собак была вода. Засыпать вольеры песком, но песок тоже стоит денег. Чему отдать предпочтение? Или главное вывести тех, которых спасли, которые ждут самолета? Или не спасать их, а купить песок и ведра? Еще у меня не оплачена клиника за 3 недавно прилетевших. Там около 30 тысяч долга. Я в каком-то отчаянии. Теперь о наших больных. Я была вынуждена забрать из клиники 2 собак, потому что не тяну оплату. Попытаемся вылечить их на передержках. Друзья, похоже, что дело спасения мы уже не тянем. Страшно об этом думать. Никогда такого тяжелого положения не было. У меня жуткое отчаяние. Ведь на мне остается такое количество собак. Я не могу двинуться вперед, и я не могу сделать шаг назад. Что мне делать? На что их кормить? На что их лечить, прививать, стерилизовать? Но не можем мы их оставить так, как есть, чтобы они были не обработаны от клещей. Тогда они погибнут от этих клещей. Не стерилизовать, значит, они будут размножаться. Ну, нельзя чего-то не сделать с собаками. Есть ряд функций, без которых мы не можем обойтись. Спасая собак, мы знаем, что мы это сделаем. И делали. А сейчас у нас нет этой возможности. Но в то же время я не могу смотреть, чтобы они были у меня беременными. Это значит что? Размножать собак? Плодить еще щенков? Да, друзья, мы подошли к той черте, за которой спасение уже невозможно. Мы спасали десятками в месяц. А сейчас пришла еще одна печальная новость. Закрывают дороги для въезда машин с российскими номерами. Это значит, что не уедут наши хвостики в благополучные европейские семьи. Это будет очередной удар по нашему делу спасения бездомышей. Может, меня услышат наши зарубежные друзья, которые спасали, помогали спасению. Под роликом указан мой WhatsApp. Если вы хотите помочь разово или на постоянной основе, напишите мне, пожалуйста. Я дам реквизиты надежного человека, чтобы он передал вашу помощь мне. Друзья, я в отчаянии. Сегодня мы с Романом встречали 2 самолета в одно время в разных аэропортах. Денег на оплату хватило впритык и даже влезли в долги. Сейчас на картах опять 0. Вот малышка приезжал кушать тоже. Голодная собачонка. Кушай, кушай сегодня. Ой, 11 января. Жалко такой собачонка. Прямо вот все. Вынесла пакет. Все. Видите как. Не ест. Хватает. Добрый, хороший собачонка. Не дай бог. Помогите. Вот красавчик такой. Был бы свой дом. И немножко возраст поменьше. Елся, вот все до крошечки съедает. Умничка такая. Малыш, а ну, посмотри. Мордочкой посмотри. Знает, что здесь всегда ложу. Сейчас вот замерзает, это увидела.
А Света, ну все, малыш, малыш. Вот она моя зайка, вот она моя любимка. Вот, Хулигану, шлюха-барабуха. да. Не ругаемся, не ругаемся. Не ругаемся, может. Вот какой добрый-предобрый ребенок, девочка. Ой, ой, как ты мы позеваем на нежной почве. Да, девочка? Да, девочка ушастая. Вот. Нет, никто тебя не обижает. Не ругайся. Не ругайся. Ну, какая ты пятнистая. Пятнистая девочка приехала. А это Матрёнушка приехала. Матрёна. Вот она какая зайка. Зайка-прибегайка. Ой. Вот это Матрёнушка. Матрёнушка из ППЖ приехала к нам. Молодец. Ласковая Матрёнушка. Вот какая ласковая. Давай. На. Вот, покуси. Покуси. Матрёнушка ты моя. Зайка ты моя. Собака знает. Да, они все чувствуют. Не спасать тех, кого видишь и понимаешь, что завтра они погибнут. Кто мне посоветует проходить мимо, отвернуться от этих кадров, не смотреть и не знать? Вот они, и их жизнь на волоске. Пожалуйста, давайте их спасать. Несмотря ни на что, любая посильная помощь – это их жизни. Кроме нас с вами, кто им поможет? Никого у них нет. Смотрю. Ты какой хорошенький, а? Ты хорошенький, что ли? Ой, какой умненький. Его не съели. Его не съели. Давай, выходи. Ой, какой пушистик. Давай, пописать. Ой, какой пушистик, длинношерстик. О, Как вам нравятся запахи, ты нюх? Такой медвежонок красивый. Такой длинношерстный. Офигенный. Место ищи. Место найти, конечно, очень сложно. Девочка. Да навряд ли, девочка. Ну, писает. Ну, они просто все писают, как девочки. Вот какие хорошенькие мы. Вот какие. Нет, голубая бирка. Вот такой нежный. Буденка. Вот такой нежный. Вот так он лапочки держит. Вот так он стоит на двух лапках. Это медвежонок. Вот такой кроткий медвежонок. Да, братика, сестренку сожрали. Вот какой хороший. Вот какой хороший. Трепетный. Ну, очень хорошенький. Очень хорошенький. Я сейчас посмотрю, это мальчик или девочка? Мальчишка. Мальчишка? Кроткий мальчишка, Давай. да. Писку покажи. Да, мальчик. Нифига себе. Ой, такой классный он. Ой, а штаны какие генеральские, а? Генеральские штаны. Лапы такие красивые. Хвост. Он еще хочет в туалете. На двух поводках. Все, прогулка кончится. Едем встречать следующий самолет. Так, иди Так. сюда. Иди сюда, все. Давай, вот. Такие лапочки толстенькие у всех. Вот как. Попочку двигай попочку. Так, стой здесь. Стой. Вот это мы Это временно, не переживай. Ты будешь временно здесь, да? Какой ты милый. Так, всех красавцев хвостом виляем, да? Стол у тебя глаженький поржавели. Красавчик. Не выспался, поняла. Ты почти хасёныш, переживали за тебя все. Ты ходил, гулял по городу, на улице, и все за тебя переживали. Эй, Давай. ой, кто тебя посадил? Вот такое хорошка. Ой, подтягивается. Потягуешь, конечно. Иди сюда, смотри, правда. Свобода. Ножки прям растягивает, да? О. Ой, как ножки затекли. Конечно, же. Затекли ножки у Вот маленького. поэтому я Да. все время себя на место собаки представляю. Это правильно. Вот он какой хорошка. Вот такой несчастный. Теперь счастный. Пописать не давали.
Чё? Ты мальчик, да? Мальчик ты. Они смотрят на человека такими благодарными глазами, они понимают, что их спасли от гибели. Как их предать? Как объяснить им, что нет денег? Даже на то, чтобы оплатить их проживание, их корм, лечение, их жизнь на этом свете. Ну что это мой хорошенький? Такие реснички у тебя красивые. Вот мой хороший. Лапы. Вот такие лапы красивые, да, у тебя? Что ты плачешь? Филенька, тебя мама встречает. Давай пойдем быстрее к маме. Вот наш Филенька, красотулечка, приехал. Вон как дрожит. Вон как дрожит. Мама Лиля, вот мама Лиля. Мама Лиля встречает его. Все будет у него хорошо, потому что его даже встречают. Сейчас мы его вытащим, и вы его... Так, вы... Да, вы его на ручки возьмете, да? Ну, наверное, побис надо. Давайте, да, ошейничек, пеленочек, эти самые поводки. Вот какой золотой. Куда? Сюда. Хайсенка. Ну, конечно. Чего такой, золотой. Куда ж все к нам. Все из ада, все к нам. Малышочек, вот у тебя даже медальончик есть с адресом тут. И ремешок. Все ему хорошенькое привезла мама. Вот, ты мой золотой. Не плачь, не дрожи. Он когда на ручках, он успокаивается. А так он вот стрессует, конечно. Плакал сначала. Но любит мяско и сырок. Вот. Ну все, сразу в семью едет. В семью, слава богу, пожелаем счастья нашему малышу. А других мы везем дальше. Ролик получился грустным, но я делюсь с каждым из вас, не приукрашивая, а как есть. Как будем выживать, дорогие спасатели?